Буздякский район Башкортостана, где проживает очень много татар, богат на таланты. Это малая родина целой плеяды актеров. Более того, здесь находятся истоки татарского театра. Без татар Буздякского района трудно представить не только татарский театр, но еще и башкирское театральное искусство. С татарской деревней Шланлыкуль связан Ильязбек Кудашев-Ашказарский, звездное имя для истории татарского театра. Хотя он родился недалеко от Оренбурга, его родители Батыргарей и Марьяма были крестьянами деревни Шланлыкуль Белебеевского уезда Уфимской губернии. Потомок татарских мурс, Ильязбек рос смышленым, энергичным и талантливым. Прекрасно играл на скрипке. В 1905 году в Оренбурге он организовал первый театральный коллектив. Так Ильязбек Кудашев-Ашказарский начал гастролировать с татарскими спектаклями, а его труппу позднее назвали «Саяр». Где бы он ни жил, в Казани ли или Оренбурге, везде он жил театром, был бесконечно предан сцене. Актер и режиссер Нурис Акаев родился в деревне Шланлыкуль. После смерти отца его семья переехала в Оренбург. Нуриддин учился в медресе Хусаиния. Он был двоюродным братом Ильязбека Кудашева-Ашказарского, поэтому тоже выбрал актерскую жизнь. Нурис Акаев сыграл важную роль в становлении татарского и башкирского театров. В деревне татарских мурс Сыртлан родился еще один выдающийся актер. Рим Сыртланов сыграл много ролей в башкирском драмтеатре. А еще он был прекрасным педагогом и учил актерскому мастерству многих известных артистов Башкортостана. В татарской деревне Иски-Буздек все знают Хусаина Кудашева. Это знаменитый актер, всю жизнь служивший в башкирском драмтеатре, народный артист России. Он также происходил из рода татарских мурс Кудашевых. Хусаин Кудашев обладал прекрасным голосом и поначалу готовился стать оперным певцом. Однако драматическое искусство оказалось ему ближе. Фактурному татарину доверяли самые колоритные роли, от арабских шейхов до предводителей башкирских племен. В Старом Буздяке есть улица имени Хусаина Кудашева, работает музей и установлен бюст во дворе школы. Похоронен прославленный артист тоже на земле своих татарских предков. В деревне Ахун родился известный татарский артист Айрат Арсланов. Голос Айрата Арсланова более 4 десятилетий доносился с эстрады, по радио, телевидению. Литературные произведения в его исполнении были записаны всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» и разошлись по всему Советскому Союзу. Как стемнеет, приходи туда, к булочной. Буду ждать. После окончания Татарского государственного театрального училища и Московского института театрального искусства имени Луначарского он работал актером в театре имени Камала, диктором на телевидении, артистом и режиссером в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Болсын иде миндә синең моңыңның нурыгына, әллә сине куйым микән йөрәгем урнына. Сандугач йөрәкле ул дип йөрерләр иде аннан. Бәлки мин дә ул чагында сандугач булмый калмам. Татарская деревня Сабай является малой родиной сразу двух артистов. Камала Ихсанова, актриса советской эпохи. Она работала сначала в Баймакском, а затем в Башкирском драмтеатре в Уфе.
Ее земляк Рушат Мударисов – актер нового поколения. Он является ведущим актером Татарского государственного театра Нур в Уфе, народный артист Башкортостана. Әлі теге азағына барып жеттік десім келейінді, шушы спектакльні шығарып, халық бүгінгі күнде Аллаға шүкір толы йөрүй. Манасында йөрілер деп ышанабыз. Енді біз аны хаманда туландырыбыз. Рахмат сізге. А в Буздякском районе талантов и сегодня не счесть. Актерские способности молодежи теперь можно увидеть и на различных видеороликах. Мене шундай алар, биздекилер.